В прямом эфире информационная программа «Вести». Чеченская республика. Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Прекрасная сунна. الله دال تير قين واش تعدوش إيش بوخ بوي ساعي بوخ ليل بور وين مخا دائما ويبتش حي نانس ليل واش بو الله دال شيء دو دو خسر ليل واش دي. Региональный общественный фонд провел очередную благотворительную акцию добра в муниципалитетах. Что входит в продуктовые наборы? Фабрика звезд. В Аргуне состоялось прослушивание участников республиканского музыкального проекта «Дека-Саас». Какие критерии отбора? Культурная среда. Новые направления развития, чтобы музей продолжал хранить историю и вдохновлять подрастающее поколение. Инновационные подходы к музейной деятельности обсуждали сегодня в Грозном на научно-практической конференции. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева состоялось открытие 7-го международного фестиваля конкурса «Орфей» памяти народного артиста Муслима Магомаева. Регистрацию прошли 75 вокалистов, которые прибыли из регионов России, а также Монголии и Китая. На протяжении 3 дней им предстоит проявить свои таланты и побороться за ценные призы от Министерства культуры и страны и региона, а также Чеченской филармонии. На гала-концерте в честь открытия участников поприветствовала первый заместитель министра культуры Дина Шагидаева. Наши дорогие участники, разрешите от лица министра культуры Чеченской республики Исым Мухаммеда Хабиевича Ибрагимова и от себя лично поприветствовать вас в стенах этого прекрасного дворца торжеств имени Дагуна Амаева. Город Грозный вновь открыл для вас свои гостеприимные двери, и мы вам всегда рады. Очень приятно видеть сегодня вновь знакомые лица, которые из года в год приезжают, чтобы попробовать свои силы. Чеченская госфилармония имени Аднана Шахбулатова запустила новый молодежный проект «Дека-Саас». Организаторы ищут талантливых людей, готовых поделиться своей энергией и креативностью. Очередное прослушивание прошло в Аргуне, и единственным требованием для победы является наличие незаурядных вокальных данных. Лейла Муртазова о критериях отбора. Перед началом республиканского вокального смотра конкурса участники распеваются и готовятся к отборочному туру. Показать свои умения собрались молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет из 5 муниципалитетов региона. Мероприятие прошло во Дворце культуры Аргуна. Первым выступили участники из Нажаюртовского района. Преодолев переживания и страхи, вокалисты демонстрируют свои способности в одном куплете и припеве. Этого достаточно, чтобы понять возможности участников. Пока весь зал поддерживал и переживал за ребят, жюри из известных деятелей культуры оценивало возможности исполнителей по 4 критериям: исполнительное мастерство, соответствие репертуара возрастной категории, артистизм и техническое исполнение музыкального произведения. К нашему большому счастью, очень много талантливых ребят, которые в дальнейшем будут украшать собой главную сцену Чеченской Республики. Это огромный вклад в культуру Чеченской Республики. Очень радует, что многие молодые ребята и девочки умеют играть на музыкальных инструментах, как и на народных, так и на эстрадных. Поэтому, мне кажется, это большая работа, которая проводится по поручению главы республики, которая принесет большую пользу нашей культуре.
более 70 конкурсантов боролись за то, чтобы попасть в основной отбор, который пройдет 18 ноября во Дворце торжеств Дагуна Амаева Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова под руководством заслуженной артистки России Элины Муртазовой. Участники – это талантливые молодые исполнители, и каждый из них имеет уникальную историю и причины, по которым они решили принять участие в данном конкурсе. Раяна Керимова мечтает о большой сцене, считает, что подобные конкурсы – это возможность развиваться как артист. Девушка из Гудермесского района, выступив с песней «Раневская», сразу заслужила признание зала и жюри. Мне вообще нравится вся атмосфера, это музыкальная, это просто так ярко происходит все, что я просто не могла отказаться. Я как увидела, сразу решила, я буду участвовать. Я пришла не просто так. Если получится, конечно, я собираюсь продолжать свою творческую жизнь. Республиканский конкурс «Смотр» начался в начале ноября во всех районах субъекта. Этот был заключительный. Для выявления талантов и одаренных детей были задействованы общеобразовательные организации и районные дома культуры. Всем нам сегодня нужно выявлять новые таланты, потому что была замечательная эпоха таких великих людей в творчестве, как Валид Гадаев, Имран Усманов, ну, если копать глубже, Махмуд Эсамбаев, другие, Марьям Айдамирова. Но наступает новое время, когда нам нужно, чтобы в нашей республике рождались еще больше талантов, которые будут опираться и отдавать дань уважения тем, кто творил нашу культуру чеченскую. После основного отбора молодые люди попадут в проект «Дека Сан-Аза», где с ними будут работать профессионалы, которые обучат их всем тонкостям музыкального искусства. Лайла Муртазова, Хусейн Мурдаханов, Магомед Баракханов. Вести, Чеченская Республика. Важность профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями животных и необходимость усиления работы в компонентах Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии обсуждали сегодня на совещании в Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Помимо этого, говорили о том, что вся производимая продукция должна сопровождаться необходимыми документами в соответствии с законодательством, а утилизация биологических отходов не должна наносить вред экологии. Репортаж из Грозного. Утилизация биологических отходов термическим методом имеет особое значение. Участники совещания в Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора, среди которых и предприниматели, обсудили преимущества этого подхода, который позволяет эффективно перерабатывать их, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующая для этого инфраструктура в регионе имеется. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы до представителей аграриев, до представителей хозсубъектов, осуществляющих производственную деятельность, осуществляющих оборот подконтрольных товаров, а также связанные с разведением сельскохозяйственных животных, донести все требования, актуальные на сегодняшний день в области ветеринарии и других наших сферах нашего осуществления нами видов надзора с целью профилактики правонарушений потенциально, которые могут быть допущены нашими представителями бизнеса. Данное мероприятие носит профилактический характер. Это является одним из приоритетных направлений контрольно-надзорной деятельности, целью которого является минимизация уявляемых нарушений контрольно-надзорными органами. Захоронение биологических отходов в землю, их вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, а также в поля, леса, овраги и водоемы строго запрещено. Хотя некоторым это может показаться экономичным способом утилизации, на самом деле это не так. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Для доведения данной информации еще раз до производителей пригласили президента Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Вопросы, поднятые на совещание, имеют, большое значение для сельхозпроизводителей республики, для реализации продукции и для, использования биопродуктов от животноводства. Мы работаем, опираясь друг на друга. На встрече также обсуждалась важность использования государственных информационных систем в области ветеринарии, одной из которых является компонент Меркурий. Она позволяет проконтролировать движение товара от производителя до конечного потребителя. Еще один полезный сервис Хориот. Этот инструмент предназначен для идентификации и учета животных, а также фиксации всех типов мероприятий, от профилактических до лечебных.
Он обеспечивает максимальную прозрачность и контроль на каждом этапе, что в свою очередь гарантирует высокое качество и безопасность продукции. Рамзан Абуев, Мусар Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова состоялась научно-практическая конференция «Музей Чеченской Республики. История, достижения, перспективы». В числе участников – историки, краеведы и представители учреждений культуры и образования. Они обсудили инновационные подходы к музейной деятельности, а также актуальные задачи и вызовы. Конференция направлена на обмен опытом в сфере социокультурной деятельности, что способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мероприятие было посвящено столетию со дня основания музея. Здесь мы смогли обменяться опытом, подвести итоги работы и определить новые направления развития, чтобы музей продолжал хранить историю и вдохновлять подрастающее поколение. В рамках мероприятия прошло торжественное награждение сотрудников, особо отличившихся в работе музея и внесших значимый вклад в его развитие. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.